До начала торжественного собрания по случаю 30-летия Государственной службы охраны сотрудники ГСО возложили цветы в парке боевой славы, почтив память погибших защитников Отечества. Открывая мероприятие, в зал заседания торжественно внесли знамя ГСО. На заре возникновения государственности Абхазии, когда страна приступила к строительству суверенного демократического государства, появилась необходимость в обеспечении безопасности первых лиц и объектов стратегического значения. В этих целях была сформирована группа из сотрудников правоохранительных и специальных органов республики. Первым должностным лицом, ответственным за личную охрану Владислава Ардзенба, стал Виталий Бганба, а телохранителем председателя Верховного Совета был тогда еще майор КГБ Абхазской АССР Владимир Жулев. Поздравляя сотрудников ГСО, Виталий Бганба рассказал об истории создания службы. 4 марта 1991 года пригласили меня в кабинет тогдашнего председателя КГБ Абхазии, сообщили, что из Москвы есть указание выделить охрану члену Президиума Верховного Совета СССР Владиславу Ардзенба из числа сотрудников, знающих абхазский язык. В тот же день состоялась встреча с Владиславом Григорьевичем, который одобрил мою кандидатуру. Приказом КГБ Абхазии был назначен старшим офицером группы охраны. 27 июня 1992 года, согласно постановлению Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, была образована служба безопасности, которая 15 июня 1993 года была переименована в службу охраны высших органов власти и управления Республики Абхазия. В службу государственной охраны ведомство было переименовано в 2002 году. Наше ведомство вместе с народом Абхазии прошло сложное испытание войны и послевоенного становления. Профессионально исполняло свои обязанности во время политических кризисов, террористических актов в отношении высших должностных лиц государства и ответственный и нелегкий труд. В этой связи хочется выразить слова благодарности сотрудникам Государственной службы охраны за профессиональное и безупречное исполнение возложенных на них обязанностей. Благодаря вниманию руководства страны, сегодня Государственная служба охраны Республики Абхазия – это хорошо укомплектованная структура. Сотрудников ГСО с 30-летием со дня основания службы поздравил президент Аслан Бжания. История развития ГСО неразрывно связана с историей развития нашего государства в целом. В вашей работе особенно важны такие принципы, как слаженность, постоянное повышение уровня профессионализма и знаний, ответственность, чувство локтя товарища. В задачи службы входит не только охрана руководства страны, но и зарубежных гостей нашей республики. Это непростая задача, но вы с ней достойно справляетесь. Выражаю благодарность руководству и личному составу службы и уверен, что вы всегда будете добросовестно и качественно выполнять свой служебный долг, помнить об особых требованиях к вам. Хотел бы выразить признательность ветеранам Государственной службы охраны, они здесь, в этом зале, которые заложили добрые традиции и прочный фундамент для ее успешной работы. Это, дорогие друзья, официальная часть моего выступления. Теперь, уважаемый Дмитрий Сергеевич, уважаемые офицеры, уважаемые ветераны, уважаемые члены семей погибших ветеранов, ничего вокруг нас проще и легче не стало. Вы знаете, какое количество терактов было совершено на территории Абхазии уже в послевоенное время в отношении высших должностных лиц. И сегодня есть силы, которые намереваются и желают сделать нечто подобное. Поэтому каждый из вас, уважаемые офицеры, должен быть постоянно начеку. Вы должны, исходя из вашего служебного долга, наложить на себя определенные ограничения. То, что позволено гражданским лицам, не позволено вам. Я говорю не праздные слова, я говорю не для того, чтобы сгустить тучи, я говорю о реальных вещах,
и угрозах, с которыми мы сталкиваемся. То, что происходит на территории Украины, то, что истинных союзников Российской Федерации не так много, выводит нашу страну на первый план невидимого фронта. Сейчас мы переходим в фазу ледяной войны, которая граничит с ядерной войной. С учетом нашей географии, с учетом наших особых братских отношений с Российской Федерацией, на этом невидимом фронте мы являемся в авангарде, мы являемся впереди, не где-то в тылу. И работа будет продолжаться в отношении нас именно таким образом. Проникновение через агентуру в органы власти и управления, техническое проникновение, создание спящих агентов в нужное время, которые будут задействованы, раскачивание ситуации внутри страны, в темную используя порой объективные проблемы, а порой используя в темную людей, которые не знают, какие схемы их задействуют. Поэтому, Дмитрий Сергеевич, вы работали и в ГСО, и в Службе государственной безопасности, и в Министерстве внутренних дел. У вас очень хороший послужной список, из чего проистекает, что ответственность будет лежать особенная. Значит, надо будет усилить оперативную составляющую в вашей работе. Я потом, наверное, после праздников найду время, приду в ваш оперативный отдел, посмотрим материалы, чем вы там располагаете, как у вас там обстоят дела, и выясним истинную картину. Думаю, что там будет все неплохо. Потому что, дорогие коллеги, друзья, потому что грядут непростые времена, очень непростые времена. Вы, наверное, обратили внимание на то, что вот был доклад Министерства обороны, здесь присутствует министр обороны, какое количество воздушных нарушений разведывательными самолетами блока НАТО. Огромное количество, так или не так. Воздушных, территориальные, значит, наши границы нарушаются. Вроде бы, что тут такого, да, чего они не знают. Река Ингур течет там, где она текла, Гал находится там, где находится. Нет, ничего подобного. Фиксируются новые какие-то передвижения войск, возможные инженерные сооружения, которые мы создаем. Идет подготовка к серьезным испытаниям, к серьезным военным акциям. А вы составная часть вооруженных сил. Далее, значит, здания и сооружения, которые вы контролируете и обязаны контролировать, в техническом плане все должно быть оснащено должным образом. Вы должны знать все, что здесь происходит. Это не личные учреждения, не личные площади, это режимные территории. Здания, значит, здесь, министерство, учреждения, все это должно быть направлено на то, чтобы нейтрализовать террористическую угрозу и проникновение иностранной агентуры. Далее, взаимодействие с Федеральной службой охраны Российской Федерации, с главным нашим союзником. Оно должно быть на самом высшем уровне. Уважаемые офицеры, особое отношение, коллеги, сотрудники ГСО, физическая боевая подготовка. Офицер должен быть в физическом плане подготовлен, в идеологическом плане должен быть подготовлен. Дух у него должен быть офицерский. Он должен уметь стоять за себя. Мы постоянно сталкиваемся с проявлениями агрессии в отношении органов власти. Постоянно, в том или ином виде. И не всегда агрессоры, доморощенные, получают адекватную реакцию. Это так, к сожалению. И эти задачи надо решать. Поэтому, дорогие друзья, я бы хотел, чтобы вы взяли пример с тех, кто был у истоков создания Государственной службы охраны. Тогда были очень тяжелые времена, и цифры, которые здесь были названы, количество героев, количество кавалеров ордена Леона, это те люди, ваши коллеги, которые на личном примере показали верность служебному долгу, верность присяге, верность отчизне. У вас такая возможность предоставится. Я уверен, хочу верить в то, что вы должным образом и правильно на это отреагируете. Еще раз искренне, в человеческом плане, желаю вам всем здоровья,
чтобы боевые задачи, которые ставятся перед вами, выполнялись без потерь. И за то, чтобы чувство долга, которым вы руководствуетесь, вы пронесли до конца ваших дней. Спасибо вам большое, низкий вам поклон. Когда началась Отечественная война народа Абхазии, более половины сотрудников службы встали на защиту Родины. Некоторые из них испытали муки плена, многие были ранены. Государство высоко оценило их бесстрашие и отвагу. 8 человек – герои Абхазии, 13 ветеранов – кавалеры ордена Леона. Медалью за отвагу награждены 25 человек. Сотрудников, погибших на войне и при исполнении служебных обязанностей, почтили минутой молчания. Среди гостей мероприятия генеральный прокурор Адгура Агарба и председатель службы госбезопасности Роберт Киот. Государственная служба охраны создана в сложные военные годы, когда была велика угроза безопасности страны. За время своего существования она зарекомендовала себя как ведомство, способное профессионально и ответственно решать задачи по предупреждению и пресечению угроз безопасности нашей республики, защите объектов государственной охраны. Многое изменилось в структуре Государственной службы охраны за прошедшие 30 лет. Сегодня мы имеем хорошо укомплектованную структуру, где работают профессионалы и знатоки своего дела, истинные патриоты своей страны. Уверен, что сложившийся высокий уровень взаимодействия между нашими службами будет и впредь строиться на основе товарищества и взаимного доверия в целях эффективного решения задач по обеспечению безопасности и защиты национальных интересов Республики Абхазия. Поздравить своих коллег пришел и начальник отдела службы охраны на Кавказе Федеральной службы охраны России полковник Роман Чучукин. Он также зачитал поздравительный адрес от руководителя службы охраны на Кавказе генерал-лейтенанта Сергея Кравченко. За время сотрудничества службы охраны на Кавказе ФСУ России с вашей службой у нас сложились самые добрые и теплые отношения, основанные на взаимопонимании и взаимопомощи. Ваша многолетняя ответственная деятельность представляет достойный пример верности своему делу, патриотизма, беззаветной преданности интересам народа и Отечества. Задачей ГСО была и остается охрана первых лиц и стратегически важных объектов. И сегодняшние сотрудники обязуются добросовестно исполнять свои обязанности и обеспечивать безопасность подопечных и подконтрольных объектов. Большая ответственность, но солдаты срочной службы к своим обязанностям относятся очень добросовестно, выполняют все беспрекословно. Вот ты говоришь, что ты 11 лет уже работаешь. Была ли мысль поменять свою работу? Нет, мысли не было. Я сам выбрал свой путь. У меня желание было с 7-8 класса стать военным офицером. И вот по сей день сегодня одеваю эту форму. Я горжусь то, что я выбрал этот путь и сегодня где я нахожусь. Вознаменование 30-летия со дня образования ГСО за существенный вклад в укрепление правопорядка, тесное сотрудничество и плодотворное взаимодействие с органами прокуратуры начальник ГСО Дмитрий Дбар был награжден ведомственной медалью. За безупречную службу отличившиеся сотрудники были награждены медалями. Ветеранам и семьям погибших в Отечественной войне и при исполнении служебных обязанностей вручили памятные награды. Лаура Капш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.